Хранители Радужного моста. Сказка из кармана кролика Тимми. Иногда самые важные сказки прячутся в кармане. Кролик Тимми это знает. Он достает мягкий свиток, разворачивает его, и вот начинается история. Сказка о Радужном мосте и тех, кто его охраняет. Где-то между утром и сном, за 7 шепчущими холмами, тянется Радужный мост. Он появляется не всем, только тем, кто умеет мечтать, а охраняют его 4. Это Мия, бордер-колли с зоркими глазами и сердцем разведчицы. Тоби, мопс с мягкими лапками и смехом, похожим на пузырьки. Элька, борзая, быстрая как ветер, но с душой поэта. И Нани, старая такса, которая знает много удивительных сказок. Вместе они — хранители. Они следят, чтобы каждая мечта, отпущенная ребенком или взрослым, могла пройти по мосту к своему исполнению. С каждой исполненной мечтой мост сияет все ярче. Однажды утром все изменилось. Мия, зоркая бордер-колли, стояла на краю моста, вглядываясь вдаль. Обычно Радужный мост светился всеми цветами сразу, ярко, живо, как музыка. Но в тот день он стал менять цвет и становился серым. Красный стал бледнее, оранжевый погас, как заснувшая свеча. «Тоби!» — позвала Мия. «Иди посмотри, ты тоже это видишь?» Маленький мопс с мягкими лапками прибежал и задрал голову. Он фыркнул. Он как будто загрустил. Вскоре подтянулась и Элька, борзая, быстрая как ветер. Она не сдерживала тревоги. Это знак. Радуга слабеет, когда дети и взрослые перестают мечтать. Нани, старая такса с глазами, в которых отражалось небо, молча положила лапу на мост. Он теряет свет. Значит, стали угасать мечты. И тогда все 4 поняли — пора отправляться в путь. Ведь если хоть одна мечта останется забытой, мост исчезнет. Хранители шагали по мосту, который начинал мерцать, не так ярко, как раньше. Их лапы тихо ступали по сияющим дугам, но каждый шаг давался немного труднее. Свет уходил. Первой остановкой стала долина забытого смеха. Когда-то здесь слышались звонкие детские голоса, свист ветра и радостный лай щенят. Но теперь долина была тихой, слишком тихой. Мия остановилась и принюхалась. Здесь пахнет пустотой. Из высокой травы выглянул крошечный щенок. У него был длинный лобастый нос, смешные уши и потухшие глаза. «Меня зовут Туфи», — прошептал щенок, «а смех, он пропал». «Пропал?» — удивился Тоби. «Но как?» Раньше здесь бегали дети, они играли, сочиняли сказки, смеялись вместе. «А потом?» — прошептала Элька. «Потом каждый стал играть сам. У каждого был свой телефон, свой компьютер, свои наушники. И дети перестали играть друг с другом и смеяться», — догадалась Нани. «Да, а смех, он ведь как эхо. Если ему никто не отвечает, он гаснет», — грустно сказал Туфи. Мия решила исправить ситуацию и предложила поиграть в догонялки. И тут началось настоящее веселье. Элька носилась кругами, поднимая ветер, а Тоби пытался догнать ее, но из-за коротких ножек у него не получалось. Мия весело хлопала в ладоши и подбадривала друзей. «Давайте быстрее, я поймаю всех!» Нани радостно лаяла и бегала рядом, стараясь не отставать. Иногда она прыгала высоко, пытаясь поймать листья, которые Тоби бросал в воздух. И Туфи не выдержал, хихикнул, а потом рассмеялся. Его смех поднялся к небу, звонкий, живой, по-настоящему детский. Он будто искал кого-то. И там, далеко за лесами, один мальчик вдруг улыбнулся. Сам не зная почему. Девочка в парке посмотрела на небо, и вдруг ей захотелось рассмеяться вслух. Потому что смех как мечта, заразительный. Когда он настоящий, он летит дальше. И в этот самый момент Радужный мост вспыхнул первой дугой, теплым желтым светом. «Первый цвет вернулся!» – прошептала Мия.
После того, как радужный мост вспыхнул теплым желтым светом, остальные цвета по-прежнему были тусклыми. Особенно зеленый, он почти исчез. «Зеленый — это цвет надежды», — тихо сказала Нани. «А если он тускнеет, значит, кто-то перестал мечтать», — закончила Мия. Они шли молча, пока мост не привел их к лесу забытых желаний. Он был густой, темнее обычного леса. Тут не пели птицы. Вместо этого с ветвей свисали ленточки, как обрывки слов. На одной было написано «Я хочу стать художником», на другой «Я хочу, чтобы люди были добрее», а третья шептала еле слышно «Я просто хочу, чтобы меня кто-то заметил». «Здесь живут желания, про которые забыли», — сказал кто-то. Из глубины леса вышла фигура, пес с глазами, в которых не отражался свет. Его звали Шед. Он когда-то был хранителем, как они, но остался здесь, когда его мечту никто не услышал. «Люди перестали верить», — сказал он. «А если в мечту не верят, она вянет, как трава без дождя». Хранители не спорили, но Мия сделала шаг вперед. «Мы зажжем желания», и тогда они начали зажигать свет желаний, одно желание за другим. Те, которые были забыты, стали снова сиять, и лес засветился, и радуга ожила еще одним цветом — зеленым. После леса, где вновь зажглась надежда, радужный мост поднялся высоко, туда, где были только звезды, много звезд. Но они молчали, и мост под ними тоже молчал. Его синий цвет был еле заметный. «Здесь живут мечты, которые не умеют говорить», — прошептала Наня. «А может, желания, о которых никто никому не сказал», — предположил Тоби. «Даже себе», — кивнула Элька. «Им просто страшно», — прошептала Мия. «Им нужно показать, что странным быть не страшно». И тогда Нани вытянула из своей сумки мешочек с искрами. «Это для особых случаев», — улыбнулась она. «Кто первый?» Тоби схватил одну искру, подбросил в небо и закричал: «Я мечтаю стать летающим арбузом, чтобы веселить воробьев». Искра вспыхнула в воздухе, и на небе зажглась одна звезда. «А я — чайником, который смеется, когда кипит», — крикнула Элька и выпустила свою искру. «А я — облаком, которое обнимает дома», — добавила Мия. Одна за одной вспыхивали звезды. Мост под лапами засветился синим, теплым, принимающим светом. «Мечты, которые боялись быть странными», — прошептала Нани, — «услышаны». Они шли все дальше, а радужный мост под ними переливался цветами, как дыхание самого мира. Осталась всего одна дуга, самая верхняя, та, что соединяет небо и землю, мечту и реальность, но там было пусто. «Что это за цвет?» – прошептал Тоби. «Его нет», – ответила Нани, – «потому что он создается не нами». «А кем?» – удивилась Мия. «Теми, кто умеет слушать, дружить и играть». Все замолчали, а потом Элька улыбнулась. «Значит, если кто-то услышит нас, мост засияет. Если хоть одно сердце поверит, что мечты живы», — добавила Мия. Они легли рядом, прямо на мост, вчетвером, смотрели в небо и не говорили ни слова. А где-то далеко-далеко один человек, один ребенок, одна душа услышала. Мост вспыхнул. Цветом, у которого не было названия, только чувства. Радужный мост был завершен. И теперь по нему снова могли идти мечты. Детей, взрослых, всех, кто когда-то верил или только начал. А где-то далеко-далеко несколько детей просто отложили телефоны. Они посмотрели друг на друга и стали рассказывать друг другу смешные истории и играть. Хранители встали. «Мы справились», — шепнула Мия. «Но сказка только начинается», — добавила Нани. И они пошли дальше, туда, где кончается мост и начинается новый мир. Тимми аккуратно свернул карту, на которой теперь светились все 7 цветов. Он положил ее обратно в карман. «А ты...»
«Не забудь про свою мечту», — шепнул он. «Сказка окончена, но мост всегда рядом». Где заканчивается мост, начинается сказка. Спасибо, что прошли путь вместе с хранителями Радужного моста. Если эта история тронула твое сердце, подпишись, чтобы не пропустить следующие волшебства. С любовью из мира, где мечты все еще живут.